Здравствуйте! Одна из улиц 22-го микрорайона города Усть-Илимогорска Восточно-Казахстанской области носит имя человека, который в далеком 1945 году во время ожесточенных боев за Берлин вместе со своим сослуживцем Григорием Булатовым первым воздвиг красное знамя на здании Рейхстага. Офицера Красной Армии, участника Великой Отечественной войны, народного героя Казахстана Рахамжана Кошкарбаевича Кошкарбаева. В этом году ему исполнилось 100 лет. И сегодня я расскажу вам о жизни и подвигах этого выдающегося человека. Рахамжан Кошкарбаев родился 19 октября 1924 года в селе Тайтубе Акмолинской губернии, ныне Акмолинской области. 13 лет мальчик остался сиротой и оказался в детском доме по причине того, что мама Рахамжана умерла, когда ему было 4 года, а спустя 9 лет репрессировали отца. По окончании 7 классов школы он поступил в Балхашское фабрично-заводское училище. В возрасте 18 лет попал в армию, а после в 1943 году способного юношу направили на обучение в Фрунзенское офицерское училище. Закончив его с отличием, Рахамжан Кошкарбаев в октябре 1944 года получил направление на Восточный фронт в звании младшего лейтенанта. В ноябре 1944 года попал на Белорусский фронт в 3-ю девичью армию. В битве за Берлин Рахамжан Кошкарбаевич вместе со своим взводом сражался в самых первых рядах. В апреле 1945 года лейтенант Кошкарбаев возглавил взвод при штурме обороны противника, расположенного на западном берегу реки Одер. Несмотря на шквальный огонь, он смог прорваться к каналу Предводерштром и блестяще выполнить приказ командования на подручных средствах преодолеть водную преграду, захватить вражеский плацдарм и тем самым освободить переправу для основных сил полка. В ходе ожесточенных боев взвод Кошкарбаева смог в рукопашной схватке захватить огнестрельное орудие противника и открыть огонь по вражеским силам. В результате штурм реки Одер завершился победой советских войск. Рахамжан Кошкарбаев стал одним из первых, кто добрался на Королевскую площадь. Он получил очередной приказ – водрузить на Рейхстаг красное знамя. 30 апреля 1945 года лейтенант Кошкарбаев вместе с красноармейцем Григорием Булатовым смог водрузить флаг Красного Знамени на здание Рейхстага. За совершенный подвиг командование полка представило к званию Героя Советского Союза. Однако этой награды они так и не получили. Рахамжан Кошкарбаев был награжден орденом Отечественной войны первой степени за бои при переправе через реку Одер, орденом Красного Знамени за бои в Берлине и в Рейхстаге, с медалью за взятие Берлина. Спустя много лет, в 1985 году, Рахамжан Кошкарбаев был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Указом президента Республики Казахстан от 7 мая 1999 года ему уже посмертно было присвоена высшая степень отличия – звание Халы Кахарманы – народный герой. Рахамжан Кошкарбаев умер 10 августа 1988 года в Алматы. Он оставил после себя литературное наследие – 2 книги «Знамя Победы» и «Штурм». Вечная память легендарному герою-воину-освободителю.